Всем привет, мои дорогие! Сегодня с вами Астарта Сантья. И сегодня мы будем с вами делать очередной обзор колоды Таро. Посмотрела сегодня свой плейлист с обзорами и поняла, что делаю обзор на те колоды, которые я наименьше использую. Некоторые вообще не использую в раскладах на канале. И решила показать ту колоду, мою самую любимую колоду. Можно сказать, что с нее-то все и началось. Колоду Таро Союз богинь. На ней я больше всего и чаще всего делаю расклады на канале. И сегодня вам ее и покажу. У меня ей уже много лет. Вот такой она в поношенной такой коробочке. Ей уже порядка, наверное, какой сегодня? Почти 10 лет этой колоде. К ней шла вот такая белая книжечка МБК. Здесь тоже кратенькое описание каждой карты на разных языках. И там тоже какие-то кратенькие расклады. 78 карт. Такая дополнительная карта к ней шла. В некоторых раскладах, особенно в магических раскладах, доп. Карта она нужна, поэтому я никогда дополнительные карты не выкидываю, они нужны. Итак, разделила я колоду на старшие и младшие арканы. Начнем со старших. Она идет не по порядку, но я думаю, что вам звезды. И здесь изображены богини Плеяды. Здесь, кстати, эта колода основана на богинях разных пантеонов. Здесь все персонажи женские, богини разных пантеонов, скандинавские, восточные пантеоны, языческие, славянские, в общем, всяко разные. Плеяды, звезды. Не буду вам называть имена, наверное, богинь вы все равно не запомните. В общем, смотрите, это у нас карта Солнца, прекрасная китайская богиня Солнца. Император. Это греческая богиня. Здесь изображена башня. Отшельник. На каждой карте своя богиня, и, соответственно, здесь нужно знать каждой карте историю, мифологию каждой богини, как она прожила, да, ее, грубо говоря, биографию. Колесо фортуны. Так, наверное, лучше всего видно. Это у нас маг. Мир. Прекрасная греческая богиня Гея тут изображена вот в таком суд страшный. Это у нас Мара, славянская богиня. В общем, не буду всех перечислять, иначе это все затянется. Рассказы про каждую богиню, ее имя, в общем-то, буду показывать, как обычно, просто карту. Карта сила. Императрица. Кстати, вот это у нас Астарта. Дьявол. Такая прекрасная, соблазнительная богиня. Повешенный. Шут. Или дурак. Луна. Справедливость, правосудие, смерть, умеренность, колесница, жрец или иерофант, влюбленный. Наверное, по изображению этого аркана каждый узнает в этой богине, конечно же, Афродиту. Жрица.
И пошли у нас младшие арканы. Они здесь тоже все в перемешку. Буду показывать, как уже идут. Это у нас строчка пентаклей. Автофокус что-то плохо работает. Шестерка мечей. Прекрасная карта. Королева пентаклей. Гера. Шестерочка кубков. Это у нас, как видите, гавайская богиня. Семерка жезлов. Рыцарь кубков. Двоечка мечей Фемида. Вот там, где, ну, очевидно, да, то буду называть именно. Это у нас паж кубков, Геба. Тройка кубков. Оры. Богини. Это скандинавская богиня, пятерочка мечей. Сив. Двойка пентаклей. Рыцарь жезлов. Богиня-вестница, это у нас Ирис. Королева мечей. Шестерочка жезлов. Воительница, да, у нас тут такая прям. Туз пентаклей. Шестерка кубков Латона. Четверка жезлов. Это, как видите, индийская богиня. Бизон, белая женщина. Десятка мечей. Четверка мечей. Это у нас китайская богиня. Двоечка жезлов. Королева жезлов. Королева кубков. Где-то пишет, что это Ямая, где-то пишет, что это Ямена. Как кто переводит. Девятка пентаклей. Четверка пентаклей. Десятка кубков. Богиня домашнего очага Веста. Король пентаклей. Ну, да, называется, конечно, карта король пентаклей. На самом деле это у нас богиня. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Паж мечей. Девятка мечей. Туз жезлов. Египетская богиня. Сами видите, да, по атрибутике. Это у нас Баст или Бастет. Король кубков. Туз кубков. Девяточка кубков. Это богиня Ника. Тройка жезлов. Туз мечей. Король мечей. Коатликуэ зовут богиню. Семерочка мечей. Десятка жезлов. Ценис. Туз жезлов. А это всеми известная у нас Персефона. Восьмерка мечей. Восьмерка пентаклей. Норны у нас скандинавские, да, тут тоже понятно сразу. Тройка мечей. Двоечка кубков. Восьмерочка жезлов. Это у нас Флора. Семерка кубков.
Пятерочка жезлов. Пеле. Тоже, по-моему, это гавайская богиня. Десятка пентаклей. Это у нас японская богиня. Бен Сайтен зовут. Рыцарь мечей. Паж пентаклей. Восьмерочка кубков. Рыцарь пентаклей. Паж жезлов. Это у нас Пандора. Тоже, я думаю, что всем известная богиня. Она не была богиней, но вот здесь это героиня четверочки кубков у нас. Пятерка пентаклей. И заканчивает колоду у нас девяточка жезлов. Вот такая прекрасная колода, моя любимая, очень говорящая. Отвечает вообще абсолютно на все вопросы. Я ее очень люблю и обожаю. Многие расклады, да, почти большинство раскладов своих делаю на этой колоде. Кстати, вот такая рубашка. Издательство у меня Лос Карабео. Ну, качество, как у всех колод Лос Карабео. Но, в принципе, у меня эта колода уже давно. Видите, она тут уже испачкана, потерта. Этой колоде 10 лет, в принципе, и она, как вы видите, в очень даже нормальном состоянии. Да, немного уже потертая, замызганная, но очень рабочая, давнишняя моя любимая колода. Вот такой у нас сегодня обзор. Еще будут обзоры именно тех колод, которые я чаще всего использую. Если кому-то интересно, тот посмотрит, полюбопытствует. Это была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что обзоры вам нравятся, и вы колоды, которые я вам показываю, тоже вам импонируют и притягивают так же, как и меня. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное, конечно, здоровья, любви, благополучия. Будьте счастливы, любимы, прекрасны, чудесны. Всего вам наилучшего. Всем пока-пока.